Сколько же времени мы проведем на этом свете? Какое самое большое время нам отпущено для этого мира? Задумайтесь прямо сейчас и спросите себя: «О Аллах, если Ты сегодня заберешь мою душу, если завтра эти люди похоронят меня, с чем же я предстану перед Тобой? Что же я сделал такого, что поможет мне? Относился ли я хорошо к родителям? Приобретал ли я знания? Поступал ли в соответствии с этими знаниями? Бодрствовал ли я ночами в молитве? Читал ли я Коран? Постился ли? Давал ли я милостыню? Остерегался ли я запретного? Что же я делал? Если мы искренне начнем анализировать, да, мы найдем возле себя эти деяния. Однако мы не знаем, принял ли их Аллах Всевышний. Но мы надеемся, что Аллах примет. Иншаллах, Он примет наши деяния. Ведь Всевышний Аллах щедрый, Он же прощающий. И все же мы должны всегда размышлять: «О Аллах, с чем же я предстану перед Тобой? О Аллах, если Ты не простишь грехи мои, мне некуда деться. Мне же некуда идти, некому обратиться, о Аллах. Я надеюсь на Твое прощение. Хоть я и не совершал благих деяний, я же засвидетельствовал, что нет Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад – раб и посланник Аллаха. О Аллах, сколько же на этой земле людей, которые не засвидетельствовали это, а мне Ты дал эту возможность. Вся хвала Тебе, Всевышний. Какая же это милость, что Ты создал меня мусульманином. Я каюсь за свои грехи. Помилуй меня, о Аллах. Вот таким образом мы должны каяться. Мы не должны обращаться к Аллаху как попало. Это не показное, не поверхностное действие. Ты должен испытывать радость от этого. Радоваться мольбе. Испытывать радость от взывания к Аллаху. Если ты любишь Аллаха и боишься Его, то ты начнешь поклоняться с любовью. Если ты поклоняешься с любовью, то тебе начинает мешать все мирское, все эти разговоры и беседы о мирском. То тебе начинают мешать люди, которые начинают с тобой беседу. Ассаляму алейкум, алейкум ассалям. Как здоровье, как дела? Как ты слышишь подобное, оно начинает мешать тебе. Когда ты слышишь подобное, оно начинает мешать тебе. Если ты поклоняешься Аллаху с любовью, то такие разговоры тебе кажутся лишними, неважными, и порой появляется мысль: когда же он уйдет? Тебе это не интересно, ты радуешься только поминанию Аллаха. Ты любишь только те места, где поминают Аллаха. Любишь чтение Корана, поминание Аллаха. Вот что ты любишь. И ведь сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям: «О Ибн Аббас, ты храни Аллаха поминанием, и Он будет хранить и оберегать тебя. Сохраняй границы Аллаха». Клянусь Аллахом, если мы не будем соблюдать границы Аллаха, если мы не будем различать харам и халяль, различать правду и ложь, отличать хорошее от плохого, мы собьемся с пути истинного. Клянусь Аллахом, не плакали богобоязненные люди, кроме как по причине того, что познали обещание Аллаха. Поистине, обещание Аллаха сбудется. Наказание Аллаха сурово. Мы должны его бояться. Оно очень сурово.